Сегодня Якутия отмечает важнейшую веху в истории. Ровно 90 лет назад в небо республики впервые поднялся самолет. В рамках празднования юбилейной даты сегодня в аэропорту столицы открылся новый музей авиации. На церемонии открытия присутствовали руководитель Росавиации Александр Нерадько, вице-премьер Якутии Виктор Амуков, руководители предприятий отрасли, ветераны и общественность. Подробности в сюжете Афанасия Николаева. Музей гражданской авиации Якутии переехал на второй этаж пассажирского терминала главных воздушных ворот региона. Экспонаты, уникальные документы, бортовое и наземное оборудование разных эпох, фотографии и модели воздушных судов. Таким музеем может похвастаться не каждый аэропорт. Немногие организации, немногие авиапредприятия, немногие аэропорты гражданской авиации могут похвастаться тем, что у них на их территории имеются музеи. Музей – это прежде всего история. А что такое история? История – это люди прежде всего. Это люди, те люди, которые своими руками, своими поступками создавали историю нашей страны. Причем музей послужит не только для рекреационных и образовательных целей. Ветераны авиации уверены, музей как научный центр позволит открыть новые страницы истории авиации региона. Для того, чтобы и студенты, и аспиранты могли прийти в этот музей и получить конкретную информацию о истории авиации Якутии и использовать в своих работах. Я вот, например, лично рассчитываю, что в дальнейшем в своей работе над историей авиации музей даст мне большое подспорье. Знаменательный день. Ровно через 90 лет после первого полета самолета в Якутии была погашена почтовая карточка и сувенирная марка, посвященная юбилею, с изображением первого самолета, прибывшего в Северный край, Сопвич Кэмэл. Дорогие гости, коллекционные сувениры в память о юбилее. За почти вековую историю отрасли в регионе выработалась особая арктическая школа авиаторов. Историю Якутии невозможно представить без воздушного транспорта. Именно самолеты и вертолеты дают северу связь с континентом. Ежедневно спасают человеческие жизни, объединяют людей через расстояние и часовые пояса. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск. После торжественных мероприятий руководитель Росавиации Александр Нерадько встретился с главой Якутии Егором Борисовым. Они обсудили состояние авиационной отрасли в республике и влияние нынешней экономической ситуации на ее дальнейшее развитие. В частности, скажется ли реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска на повышение стоимости пассажирских перелетов. Будем выходить с предложениями в правительство Российской Федерации для того, чтобы нам, может быть, изменить подходы к реконструкции, для того, чтобы не накладывать дополнительных ограничений на использование взлетно-посадочной полосы. Мы все понимаем текущую экономическую ситуацию, но рассчитываем на ее изменение в лучшую сторону. Если это произойдет, тогда можно будет говорить о том, что реконструкция взлетно-посадочной полосы будет проходить другими темпами и в других условиях. Также в День авиации работников отрасли поздравили на торжественном вечере в Театре оперы и балета. В нем приняли участие руководитель Росавиации Александр Нерадько, председатель правительства Якутии Галина Данчикова, ветераны якутского неба и действующие сотрудники авиапредприятий. Как было сказано, авиаторы Якутии всегда были лучшими среди равных, осваивали технику, разрабатывали передовые методы работы в любых условиях. В юбилей государственные и ведомственные награды получили те, кто создавал и создает историю авиации Якутии. Авиаторы Якутии, летчики и наземный состав.